Assalamu alaikum, saygılı dostlar, vatandaşlar, урметли мусафирлер. Прежде чем приступить к теме своего выступления, хочу напомнить всем присутствующим о том, что 228 лет назад, 8 апреля 1783 года, крымско-татарский народ утратил свое первое в истории национальное государство – Крымское ханство. Мы, потомки свободолюбивых и гордых воинов, сегодня почему-то стыдливо умалчиваем об этом, о созидательном и героическом прошлом своего народа. Мы поражены странным беспамятством. В течение последних десятилетий режимами пора вспомнить, кто мы и какими будем в будущем. Начнем с прошлого. Не место и не время углубляться в исторические предпосылки, которые способствовали возникновению государства, его расцвету и бесславному падению. Это прерогатива историков. По разным историческим источникам, Крымское ханство было создано в начале 1400-1420 годов. По могуществу и воинской силе Крымское ханство ни в чем не уступало тогда соседним государствам. С крымскими ханами заключали договора и союзы. Было время, когда московское государство платило дань крымским ханам как правопреемникам Золотой Орды. В Казанском, Астраханском и Касимовских ханствах правили ханы из рода Гиреев. Историческая ситуация способствовала тому, что на развалинах Великой Золотой Орды в кровавых сражениях и муках прорисовывались контуры новой могущественной державы. Но в силу разных обстоятельств Крымское ханство попало в вассальную зависимость от Османской империи. И колесо истории повернулось в другую сторону, что в конце концов и привело к печальному концу крымского юрта. Какие причины привели к падению государства крымских татар? На мой взгляд, их несколько. Первое, должно было участвовать в своей армии. Эти войны обескровливали государство во имя чужих интересов, оголяя наши границы. Этой ситуацией умело пользовались и московское государство, и казаки, донские и запорожские, грабя города и села крымского юрта. Третье. Учитывая вышеуказанные причины, Крымское ханство не имело возможности разработать долгосрочные стратегические планы развития государства и постепенно, шаг за шагом реализовывать их, как это делали стратегически мыслящие соседи. Все эти причины вместе взятые ослабили Крымское ханство и в конечном счете привели в 1783 году к аннексии Крыма Российской империи. В результате крымские татары потеряли свое первое национальное государство. Стоит отметить, что Крымское ханство в период своего расцвета имело практически равный потенциал с московским государством, как в экономическом отношении, так и в людских ресурсах. Политика Российской империи в отношении Крыма и крымско-татарского народа – это особая тема для исследований. В истории нашего народа есть трагические страницы, когда крымских татар целыми деревнями вырезали, вынуждали оставшихся живых эмигрировать в Турцию и в другие страны, отнимали землю, разрушали культовые исторические здания. Короче говоря, проводили политику выжженной земли, освобождая жизненное пространство для покорителей полуострова. В мире существовали две империи, которые осуществляли сходную политику колонизации земель, захваченных у коренных народов. Это Британская империя, которая поголовно уничтожала коренное население Америки, оставшихся живых заселяла в резервации на непригодных землях, и в какой-то степени Российская империя. Кстати говоря, ни империя Чингисхана, ни Золотая Орда, ни Крымское ханство за 300 лет так называемого татарского ига никогда не ставило перед собой задачи переселить куда-нибудь русский народ. А московское государство еще 300 лет назад ставило вопрос перед турецким султаном о выселении крымских татар с территории Крымского ханства. В результате колониальной политики население бывшего Крымского ханства резко сократилось от 5 миллионов во второй половине 18 века до 150-200 тысяч к началу 20 века. Это официальная статистика. В течение 138 лет, находясь под игом Российской империи, крымский татарский народ не терял надежды возродиться как феникс из пепла, создав свою государственность. После крушения Российской империи и перехода к власти большевиков в 1921 году была создана Крымская ССР, второе государственное образование крымских татар. Угнетаемый народ воспрянул душой и приложил огромные усилия для возрождения своей культуры, образования и строительства государства, отвечающие интересам не только крымских татар, но и народов других национальностей. С сожалением,
Слишком коротким был век этой государственности, всего 20 лет. Но и за это время наши отцы и деды сумели доказать и себе, и миру, что они достойны иметь свою государственность и умеют управлять ею. Года крымские татары от мала до велика поголовно были высланы из Крыма. Вопреки всем прогнозам и желаниям, наш народ выжил в изгнании и благодаря неистребимой любви к родной земле вернулся на родину. Как было когда-то в Российской империи, так и сегодня в демократической Украине власти отказывают крымско-татарскому народу в праве на свою государственность, даже в виде национально-территориальной автономии в составе Украины. Государство лелеет надежду превратить наш народ в исчезающее национальное меньшинство, не соглашающее даже на культурную автономию крымских татар. За 20 лет нашего обустройства на родине, в Украине, должно быть сложиться четкое и ясное понимание того, что мы никогда не согласимся на культурную автономию. В этом не поможет властям прикормленная ею так называемая элита из крымских татар. Мы намерены методично и неуклонно бороться за реализацию национальной идеи, за воссоздание в Крыму своей национально-территориальной государственности. История изгнанных и рассеянных народов показывает миру, что если у народа имеется национальная идея, которая передается из поколения в поколение, то такой народ, вопреки всем напастям и злу, хоть через 2000 лет, но вернется на родину. Мы вернулись на родину через 50 лет изгнания, и мы реализовали национальную идею выселенного периода жизни нации. Сегодня на повестке дня остро и злободневно стал вопрос, что нужно сделать, чтобы крымско-татарский народ не растворился и не ассимилировался. Ответ один. Необходимо в новых исторических и геополитических условиях воссоздать государственность крымских татар, которая будет гарантом сохранения и развития народа. В этом заключается национальная идея крымско-татарского народа. И на эту идею надо работать день и ночь, не покладая рук. Сегодня на слушаниях будет обсуждаться законопроект о восстановлении прав и реабилитации репрессированного крымско-татарского народа. Уверен, если мы общими усилиями добьемся его принятия в Верховной Раде Украины, то это будет первым шагом в направлении реализации национальной идеи.